Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Пока школьники и студенты отдыхают, у работников системы образования работа не прекращается. Система совершенствуется, специалисты думают над тем, как повысить качество образования, модернизировать и внедрять новые образовательные технологии. О развитии единой системы образования мы сегодня и поговорим с гостьей студии. Сардана Егоровна, добрый день. Добрый день. Расскажите, какова же роль Института развития образования и повышения квалификации в едином образовательном процессе? Наш Институт развития образования и повышения квалификации, он был создан в 1939 году. И он работает уже в течение 85 лет. И раньше он назывался Якутским республиканским институтом усовершенствования учителей и занимался повышением квалификации учителей. То есть работали такие опытные методисты, которые проводили общие курсы, в основном массового характера. И в 2010 году у нас два института объединились. Это Институт развития образования и повышения квалификации. Объединились, и таким образом у нас получилось приоритетным направлением нашей деятельности уже является развитие образования и повышение квалификации. И в данное время у нас самой главной целью деятельности института является повышение качества образования. И чтобы повысить это качество образования, мы объединяем усилия учителей, самих учителей, наших региональных методистов, которых мы отбирали, и наставники, и все сферы уровня образования мы, объединяя и усилия на базе, например, стажировочных площадок, все это объединяя, мы таким образом в едином образовательном пространстве институт играет очень важную роль. Еще эту роль повысило создание Центра непрерывного повышения профессионального мастерства как структурного подразделения федерального значения в нашем институте. Это было в 2021 году. И этот центр занимается разработкой индивидуальных образовательных маршрутов для каждого учителя. То есть теперь курсы уже не имеют такого массового характера, а они конкретно направлены на потребности и на запросы каждого учителя. А на запросы каждого ученика, если мы говорим о профилизации образования в школах? Да, вы правильно отметили, что целью деятельности нашего института является повышение качества образования. Да? И в этом ключе у нас также касается и профилизация. И профильные школы, профильные школы, они уже давно существуют, но в рамках закона в 2024 году в ноябре был утвержден комплексный план по повышению качества математического и естественно-научного направления. Потому что, как показали анализ исследований, как показал анализ кадровых потребностей нашей республики, оказывается, нам в республике нужны такие специалисты по добыче полезных ископаемых, по строительству нужны специалисты еще по образованию, здравоохранению. И поэтому ранняя профилизация имеет очень важное значение. И это создание таких классов, как медицинских классов, психолого-педагогических, агротехнологических классов. И в рамках этой профилизации у нас был создан учебный центр. Это по указу нашего главы номер 177 «Развитие единой системы образования» был создан такой учебный центр с применением дистанционных образовательных технологий. И этим центром мы привлекли более 4000 обучающихся, которые сдают единый государственный экзамен. Мы отбирали именно детей, школ именно там, где нету педагогических кадров, и там школ, где не хватает, школы, которые стабильно показывают низкий результат. Но если раньше дистанционное обучение, оно было как-то связано с понятием коронавируса, потому что все сидели по домам, но ведь уже прошло 5 лет, и цифровые технологии довольно-таки сильно шагнули вперед. Как их используют в системе образования? Да, цифровые технологии, мы
Цифровизация образования уже началась вот где-то в 2017-2018 годах. И поэтому вот в 2020 году мы уже были готовы к цифровизации образования, потому что в рамках, в институте нашем в 2019 году мы разработали такую образовательную платформу, которая объединила всех учителей и где была возможность прохождения тестирования на выявление профессиональных дефицитов учителей. А вот применение дистанционных технологий в учебном центре, да, здесь имеется в виду, что вообще вот по Конституции, да, каждый ребенок, каждый человек, он имеет равный доступ. Он должен иметь равный доступ к качественному образованию. И когда мы привлекаем вот в этом учебном центре наших детей, которые находятся в труднодоступных условиях, да, из сельских отдаленных селах. И этих детей мы готовим к профильным экзаменам и к сдаче единого государственного экзамена. Угу. Ну, о проектах мы с вами поговорили. А что вы считаете результатом всех этих самых проектов? Как я уже говорила, вот объединение этих двух институтов нам дало... мы стали вот региональными операторами таких проектов, как «Земский учитель», проект «Современная школа», проекты «Школа Минпросвещения». И у каждого проекта есть свои показатели. Да? И по каждому направлению у нас тоже есть свои показатели. Например, вот в рамках указа нашего главы мы курируем 5 проектов. Это учебный центр, как я уже говорила, да? Это индивидуальные образовательные маршруты, это волонтерообразование. И конечной целью и результатом, конечно, является повышение качества образования. Но здесь имеется в виду, что количественные характеристики мы должны увеличить количество обучающихся, которые выбирают именно профильные предметы. Если по сравнению вот с прошлым годом, да, у нас идет увеличение количества детей, которые выбирают профильную математику. Это увеличение на 400 детей. И более 200 детей, да, по сравнению с прошлым годом, выбрали физику, биологию и химию. Это вот является результатом нашей деятельности как Института развития образования. Какие направления работы института, по вашему мнению, являются наиболее перспективными? Наиболее перспективными, конечно, у нас же самой главной целью у нас является это развитие профессиональных компетенций учителя, да? Потому что фактором повышения качества образования является профессиональный уровень учителя. Если мы будем развивать профессиональные компетенции учителя, тогда и повысится качество образования. И здесь я бы хотела отметить, что личностно-ориентированный подход, да, вот когда мы разрабатываем эти индивидуальные образовательные программы для каждого учителя, то есть у каждого учителя будет свой путь и своя программа развития. Потому что у каждого учителя есть свои потребности и свои запросы. И поэтому это направление очень важно. И также второе направление я бы хотела отметить, это использование технологий искусственного интеллекта. Потому что мы как методисты, у нас в институте есть кафедры предметные, да, мы привлекаем также региональных методистов, которые сами являются же учителями, да. Но еще надо использовать технологии искусственного интеллекта. Как пример можно сказать, что мы в этом году внедрили со Сбером образования, есть такой искусственный интеллект, называется ассистент преподавателя. Это когда во время урока включается искусственный интеллект, и он анализирует этот урок учителя. Потом по результатам этого анализа, да, там выявляются сильные стороны учителя и слабые стороны учителя. Потом учитель уже сам смотрит, создает, рефлексия, да, происходит. И потом это тоже как бы методическое сопровождение учителя с использованием вот таких технологий. А если вот мы с вами порассуждаем сейчас, может ли в ближайшей перспективе искусственный интеллект полностью заменить профессию учителя, и как такого не допустить? Да, такой вопрос есть. Всегда проблема существует, что даже есть фильмы, да, которые полностью меняют человека, полностью могут подменить, да? Но искусственный интеллект мы можем использовать только как инструмент. Потому что даже вот когда у нас летом была сельская ярмарка, да, и молодые педагоги Намской школы номер 2, они вот
параллельно разрабатывали уроки вместе с искусственным интеллектом. Потом мы их сравнили. Оказывается, у искусственного интеллекта вообще нет эмоционального интеллекта. То есть он вообще не учитывает ни эмоций, ни чувств ребенка. А учитель — это же вот носитель культуры, да? Информации, эмоций. Это вот все должно влиять на ребенка, на его развитие. И другая сторона медали. Я не знаю, попадались ли вам новости об этом в интернете, но, в общем-то, сейчас ребята активно используют нейросети для того, чтобы помочь написать им сочинение. Иногда дело доходит до того, что переписывание идет подчистую со словами «если вам понравилось, мы можем разработать более детальный вариант». Да, вот я знаю, что даже мои дети, они в школе сами, когда при подготовке вот домашнего задания, они используют искусственный интеллект. Но искусственный интеллект именно важен, более на быстрые решения они направлены. А на долгосрочное такое решение, именно на профессиональные качества личности они, мне кажется, пока не способны. Ну, это может послужить помощником или все-таки от такой помощи ничего хорошего не ждать? Ну, они, конечно же, любой цифровой инструмент, да, вообще любое техническое оснащение, он является помощником для человека. Поэтому, да, они могут использовать этот искусственный интеллект. Все время меняется, мы должны жить в соответствии с вызовами современности. Но все-таки гуманистическая сущность человека все равно должна оставаться. Сардана Егоровна, времени остается не так много. Что вы пожелаете учителям? Ну, учителям, вот учебный год закончился, да, экзамены закончились, вам надо очень хорошо отдохнуть. И чтобы пожелать учителям, я бы хотела опереться на диссертационное исследование. В июне я защитила кандидатскую диссертацию с научным руководителем Алексеевой Галиной Ивановной, доктором педагогических наук, и мы выявили вот такое понятие. Оказывается, есть, да, понятие позитивная направленность профессиональной педагогической деятельности. То есть тот учитель, у которого есть позитивная направленность профессиональной педагогической деятельности, у него результаты лучше, образовательные результаты лучше. И это исследование мы вели в течение 4 лет. И выявили вот такой компонент. Да? Если у учителя есть позитивное, эмоциональное, ценностное отношение, да, к своей педагогической деятельности, если у учителя есть позитивный настрой, если у него высокая самооценка, то и тогда у него будет результативная самореализация. Будет. Поэтому я бы хотела пожелать учителям всегда иметь такой позитивный настрой, всегда иметь и четко видеть свои цели, да, в своем профессиональном развитии. И всегда надо вот сравнивать, достиг ли я цели. Например, осенью у меня была цель, и вот в мае, в июне, насколько я достиг этой цели. И мы, как Институт развития образования, мы бы хотели сказать, что вот объединяя все наши ресурсы и институтов, да, и наших учителей, все уровни образования, всех наставников, всех методистов, мы достигнем нашей цели и будем повышать качество образования. Я думаю, что будет действительно так. Большое спасибо вам, Сардана Егоровна, что пришли к нам сегодня, поделились такой интересной информацией. Приходите к нам еще. Спасибо. До свидания. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.